Трое сотрудников боевого подразделения УФСИН-Коми «Сапсан» отстояли право на краповые береты. На протяжении нескольких десятилетий этот головной убор является символом доблести и мужества, которые получают самые стойкие. Высокий результат наши бойцы показали на всероссийских квалификационных испытаниях в Мордовии. Там за звание лучших боролись 84 кандидата из 41 региона страны. Какие состязания подготовили организаторы, расскажет Наталья Юрина. В ожидании старта небольшая разминка перед началом 12-километрового марш-броска. Бойцы отделов спецназначения ФСИН России из 41 региона пока в чистой форме и с легкой улыбкой на лице разминаются. Общее построение и минутная готовность, оружие по-боевому. Под залпы автоматов забег начинается. В тяжелых условиях без права передышки после набранного темпа начинаются испытания, внезапный обстрел противником, эвакуация раненых с поля боя, выполнение физических упражнений, преодоление водных преград, завалов и болота. Помимо сил, бойцы как зеницу ока берегут оружие и противогаз. Их сохранность – залог успешного прохождения следующих этапов. Газы! Газы для всех! Газы! Газы! Все одели противогазы! Самое трудное сейчас будет. После газов начинается ускорение, перетаскивание бревен и вновь бег с препятствиями. Марш-бросок позади, впереди – ответственный момент, который и определит дальнейшую судьбу в состязаниях. Бойцы по команде инструктора совершают выстрел. Если при прохождении испытаний боец допустил промокание боеприпаса, оружие не выстрелит. УФСИН Сапсан! Республика Коми! Готовы? Спецназу! После заветного выстрела вперед проходит только 16 бойцов. Сапсановцы Коми в полном составе. Начинается новый этап – проверка навыков по штурму высотных зданий. Над землей выстреливают из автомата, выбивают макет оконной рамы, закидывают гранату. На все уходит не более 30 секунд. Граната! Низ, низ! Скорее, скорее, скорее! Давай, давай, давай! Бойцы демонстрируют и огневую подготовку, и акробатические упражнения. И вот долгожданный финал. Все закончится через 12 минут. Именно столько по времени участнику необходимо выстоять против 3 противников. Бои длятся 12 минут. 12 минут с разными инструкторами. Они меняются. Каждые 3 минуты встает новый инструктор, свежий, более уже отдохнувший. Надо выдержать эти 12 минут, но не просто отстоять, но активно вести бой, наносить удары ногами, руками, бороться. До победного, преодолев все испытания, дошли 11 бойцов из 84, 3 из Коми. С дистанции не сошли и отстояли право на ношение краповых беретов. В торжественной обстановке сапсановцам вручили символы доблести и мужества. Спортсмены, которые участвуют в спорте высших достижений, для них это, соответственно, на высшей точке это получение олимпийской медали. У сотрудника спецподразделения, у каждого сотрудника это мечта – завоевание, получение крапового берета. Вот эта точка, соответственно, это вершина, она была взята. Наталья Юрина, телеканал Юрган. Сегодня традиционно в первый день ноября стартовал осенний призыв. Как доложил военный комиссар республики Дмитрий Федин, задание на призыв 2020 года, установленное для Коми, выполнено своевременно и в полном объеме. Призвано и направлено на военную службу больше 1800 человек. К очередной призывной кампании наша республика готова. Очень хорошо, что молодые люди настроены пройти мужскую школу и отслужить в армии, наработав навыки, которые на гражданке не развить. Вместе с тем, для нас крайне важно не допустить вспышек ковида и ОРЗ в ходе кампании. Для этого необходимо неукоснительное соблюдение всех мер безопасности. Порядок проведения осеннего призыва 2021 года существенных отличий от предыдущего не имеет. Все так же при комплектовании войск новобранцами основные усилия сосредоточены на профилактике заражений новой коронавирусной инфекцией и другими сезонными заболеваниями. Маски, перчатки, измерение температуры тела, тесты на ковид и дезинфекция. Сборный пункт в полном объеме обеспечен медицинским, а еще вещевым и продовольственным имуществом. Помещения полностью готовы для приема призывников.